В 20 веке чеченцы – третий народ по степени истребления, после евреев и цыган. Збигнев Бжезинский, американский политолог. Морозным утром 23 февраля 1944 года все взрослые были вызваны в места коллективных сборов. Клубы, школы, на городские и сельские площади. Мужчин было не так уж много, шла война. Был день Красной Армии, и люди, ничего не подозревая, пребывали в праздничном настроении. Государственный праздник и был использован в качестве предлога для кровавого преступления. Так, с коварства и подлости началась чудовищная акция. По всей территории Чечено-Ингушетии на фоне нацеленных автоматов и пулеметов оглашался указ-приговор о депортации чеченцев и ингушей. За проявление недовольства – расстрел, за попытку к бегству – расстрел, за неправильно понятый приказ – расстрел. Приказы объявлялись по-русски, хотя многие чеченцы этот язык не понимали. После расправы над обманутыми началась охота за оставшимися жителями. Русские солдаты, натренированные государством, чтобы унижать и убивать мирных людей, рыскали повсюду. После первых же дней этой варварской акции народ уничтожался не только физически, уничтожалась и сама память о веками живших на своей земле чеченцах. Документы несколько суток сжигали в центре города, пытаясь с пламени огня уничтожить историческую память чеченского народа.